Здравствуйте, с вами проект «Крупным планом». Сегодня мы говорим о том, как злоупотребление алкоголем влияет на окружающих, о созависимых человека, болеющего алкоголизмом. Гость студии Светлана Владимировна Андросова, клинический психолог Якутского республиканского наркологического диспансера. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же такое созависимость? Созависимость, но если мы пойдем в историю, все-таки откуда эта терминология появилась созависимости? Впервые она образовалась в Европе в 40-е годы. Поскольку созависимость — это уже психологический термин, это говорит, что почему в 40-е годы тогда жены пьющих людей, наркотизирующих, они в ходе бедствия всего, что происходило в их жизни лично дома, они соединили круг общения, и в итоге получилось, что вместе было как-то удобнее справиться с этой бедой. У нас в России эта терминология, наверное, появилась где-то в 90-х годах. Тогда вот этот феномен очень сильно изучался. А в смысле этого слова вообще, как сказать, что такое созависимость, это все-таки патологическое состояние, которое человека поглощает во всех отношениях, в социальной, в эмоциональной и даже физической зависимости к какому-то объекту, который есть рядом с ним. Вот это вот созависимость. А вот какое поведение характерно для такого человека? Я, наверное, скажу с того момента, мы все-таки говорим о созависимости алкогольной. Жить с человеком, который злоупотребляет алкоголем, очень тяжело. И впоследствии вот этой практики картина психологическая всей семьи меняется на лицо. И человек, который все эти годы пытается страшную тайну для них не раскрывать даже для близких, для родных, естественно, он становится более замкнутым. Он пытается быть в ответе за человека, за аддикта. Аддикт — это человек, который зависимый. И вот в этот момент зависимый человек переносит все свои проблемы на созависимую личность, то есть очень близкого человека. А вот как избежать возникновения такого состояния? Избежать такого состояния. Вопрос очень сложный, потому что созависимость, она в самом человеке. Это его мышление, его воспитание. И поэтому это очень сложно, оно передается из глубины того, в какой семье человек рос, было ли в той семье насилие, жил ли в этой семье тот же аддикт, который имел какую-то проблему. Да? Но на сегодняшний день это может быть алкогольная, наркотическая, лудомания, такая вот зависимость. А вот если все же человеку не удалось избежать созависимости, вот как ему поступить, как ему освободиться от такого состояния? Самостоятельно освободиться от такого состояния абсолютно невозможно. Только с помощью специалиста? Да, это работа с помощью специалиста. Тут задеты все психологические аспекты жизни. И человеку в самокопании выбраться из этого трудного положения очень сложно. А потом, кто он, этот человек, который созависимый? Он не имеет своей личной жизни, а пытается воспроизвести картину жизни через аддикта, через того, о ком она на сегодняшний момент пытается заботиться и пытается сокрыть все те страшные тайны, которые имеются у них с употреблением чего бы то оно ни было. А вот, Светлана Владимировна, что говорит статистика? Кто чаще становится заложником таких ситуаций? Картина жизни, практика жизни показывает о том, что заложниками, конечно, являются женщины. Женщины, дети, потому что они проживают в такой семье. И больше всего женщина пытается свою семью предоставить в очень красивой картине, которую она для себя представляет. А в идеале это не получается. И в ходе всего этого она может даже перейти на уступки самообмана. Она пытается защитить таким образом аддикта, того, у кого имеется вот эта вредная привычка. А в итоге она получает полный комплекс вот этих моментов того, что остается в глубине дна всей вот этой страшной проблемы. А вот чем такое состояние опасно для человека? Чем чревато? Чревато всеми моментами жизни. Во-первых, это физическим состоянием. Это чревато. Человек идет на самоуничтожение. Он уже не видит себя, он не заботится о себе. То есть от этого, конечно, страдают все, и родные, и близкие. Поэтому в первую очередь нужна помощь созависимому. К вам, как к специалисту, люди обращаются сами или же вообще обязательно лечение родных пьющего человека? Поскольку мы представляем Якутский наркологический диспансер, к нам приходят по самообращению, к нам приходят по настоянию близких и родных. И бывает очень поздно, что стадии вот этой созависимости бывают запущены.
мне бы хотелось привести пример в этом плане. Да, допустим, молодая пара где-то лет с 34 стали употреблять. И в то время они занимались индивидуальным предпринимательством. Муж, оказывается, брал кредиты, что-то там не получалось, и долгое время он в семью не вводил то, что произошло, что все это ушло в никуда. Женщина ради того, чтобы никто не знал, из родных и близких пыталась все время покрывать его проблемки. В итоге она, пытаясь защитить его от злоупотребления алкоголем, пыталась за столом как-то уменьшить эту дозу алкоголя. И в итоге мы получаем уже 2 аддиктов, семью, которая не состоялась, и в том числе эта семья, значит, там есть дети, то это уже и дети, которые являются созависимыми. Светлана Владимировна, а вот как в вашем центре работают с такими людьми? Это очень кропотливая и долгая работа. Да, вот интересует вообще, как проходит лечение? В лучшем случае это подойти на прием к наркологу или же к психологу. У нас работают с этой проблемой, и работаем мы довольно-таки давно, поскольку все-таки есть еще у нас и реабилитационный центр. Да? И в принципе с этой проблемой можно справиться. Только да, нужно знать, что это очень сложный, наверное, да, поэтапный процесс. Это сложный поэтапный процесс, но когда человек вовлекается в процесс исцеления, сам процесс ему уже становится интересен, потому что это уже семья, в семье появляются уже иные расклады жизни, и каждым этапом семья выходит из этой глубины зависимости. А ремиссия ли это или это вот окончательное излечение? Это ремиссия. Никогда нельзя забывать, что алкоголизм — это болезнь. Ну, любая зависимость, какая-то бы она ни была, это очень серьезная болезнь. Если человек сам внутренне страдающий, уже сейчас мы говорим об аддикте, не пожелает, то очень сложно этому кому бы то ни было помочь. Светлана Владимировна, спасибо вам большое за интересную беседу. С вами был проект «Крупным планом». До новых встреч!